Ну все, мы дома. Вот наши веточки березовые, которые мы собрали на охоте, когда на охоту ездили, в поход. И хочу показать, я уже обещал, что покажу, как я делаю метлу из этих веточек. Есть два способа, как можно вязать метлу. Это один вид шуршар и готово. Я так назвал. Взял охапку вот так. Взял, немножко подровнял, привязал, и метла готова. И еще есть. Но таким способом делают в основном на продажу. На продажу, вот где вот в городах, больших городах, вот в деревнях делают и увозят в большие города дворникам. Вот таким способом. Собрал, привязал. Следующий. Есть еще второй способ, которым я буду делать. Ну, я обычно дома делаю. Это более как бы аккуратнее получится. И в общем начнем. Для начала каждую веточку, вот веточка, и с нижней части вот эти ветки, из этой ветки маленькие веточки надо убрать. Вот. Маленькие веточку убрал. Дальше берем нож и в конце, ну, где вот потолще ветка, все убираем лишнее, как бы, чтобы оставалось потоньше сучок. Ну, не сучок, а ветка. Ну, вот как-то так. И каждую ветку, вон, смотрите, какая толщина тут. Это вершинки, вершинка была у березы, вот кустика. И вот так все ветки. И вот здесь также вот убираем. Вот так вот. Немножко мусор будет в доме, но ничего страшного, все подметем, уберем. Вот почки, если не лениться, вот почки можно сразу собрать в какую-нибудь посуду, а потом заваривать. Я обычно в рот собираю немножко. Привычка такая. Вон, смотрите, вот какой кустик. Все это лишнее. Где-то, ну, с вершинкой, вот где-то сантиметров 50, чтобы ветки в разные стороны были, а остальное вот все убираем. Вот получается 50 сантиметров с веточками в сторону, а остальное убираем. И каждый кустик так все. Видели? Вот так. В общем, принцип поняли, как надо делать. Вот здесь, видите, вот снизу вот одна, вот как длинные веточки. Это тоже не выкидываем. Вот эти две веточки вот. И здесь уже ничего не буду делать. Тоже отделяем. Это пригодится, те веточки. Толстые вот все это. Вот это почти, можно сказать, негодная ветка. Вот здесь, в основном, вот здесь должны быть ветки. А тут снизу есть, а здесь пустота. Ну, это снизу вот все убираем. Ну, куда-то
все равно пригодится. Немножко-то есть. Здесь все ровно, тонко. Это не будем ножом обрабатывать. Вот эта ветка тоже пригодится. И это пригодится вон. Все это пригодится. А это уже покороче, которые все выкидываем. Выкидываем. Остальное ножом обрабатываем. Все. Сейчас в основном в городе пластиковой метлой пользуются, березовой. Но я пластиковую метлу тоже покупал. Вот выйдешь, начнешь убирать там. Она слишком жесткая. А уже готовая наша метла из березовых веток, она вообще идеальная. Она как станет пушистая, и снег так хорошо метет там. Когда еще навалит такой, ну, не навалит, а спокойный снегопад. После спокойного снегопада, ну, мягкий, так пушистый снег выпадет. И березовой метлой вообще идеально убирать. Вот так вот. Ну, такая толщина где-то почти сантиметр. И вот видите, нож вот самодельный, про который я показывал, рассказывал, из полотна. Идеальный вариант. Режет. Но еще у меня так неправильная заточка. Если нормально заточить, там вообще как алмаз режет. Ну, когда вот эти веточки собираем, надо собирать как бы, чтобы они потоньше были. Вот здесь вот такой, где-то снизу чуть-чуть уберем и все. Так, вот тоже. Ну, это самые вершинки, наверное, были как-то толстоватые. О, красивая тоже. В общем, всю эту кучу я буду так обрабатывать. А как закончу, буду показывать, как я буду, ну, уже шпагатом вязать узелки и показывать, как я буду закреплять, ну, привязывать, в общем. И чтобы хорошо держалась, не рассыпалась она. Вот это негодная ветка, это я сразу забракую. Так. Вот он, вот это хорошая, вы видели, сколько маленьких веток по сторонам. Такая пушистая метла получится из таких веток. Все. В общем, занимаюсь обработкой всех веточек. Вот что остается после обработки. Вон как выглядит. Это уже все готово. И вот столько мусора. Вон сколько. Скажем, если по 1000 штук делать, отдельная мастерская нам надо, чтобы там заготавливать эту метлу. Все, я это сейчас уберу и будем вязать метлу уже до полной готовности. Все подметем, уберем и будем продолжать. Чтобы завязать метлу, нам понадобится вот такой шпагат. В любом хозтоваре, хозмагазине продается. И этот шпагат будем резать, ну, где-то, пускай будет сантиметров 60-70. Не будем жалеть.
Обрезали. Дальше берем. Вторую обрезали. И конец сразу вот так равняем. И дальше третий. Ой, блин, упала. И еще на всякий случай четвертый сделаем. 4 штуки. Вот такой рулон. Уже сколько использовал и сколько еще остается. Такая бухта, очень много. Метров там. В хозяйстве он пригодится в любом случае. Там я всегда много использую. Там что-то если надо привязать, или же в рюкзаке я обычно метров 30 такой рулон беру. Если, скажем, утку подстрелишь, чтобы достать эту утку, ну, на много чего пригодится. Дальше что делаем? Вот эту веревку, сейчас поближе покажу. Вот эту веревку, надеюсь, видно, сделаем вот такой узелок. О, видели? О, вот такой узелок. О. И я по ходу еще буду показывать, как буду завязывать вот эту метлу. И та петля, которую я покажу, он не будет обратно развязываться. Он крепкий. Так. Ну вот. Все 4 штуки у меня готовы. Дальше уже будем собирать вот эти веточки. И я буду как бы сейчас смотреть, чтобы кончики в основном, чтобы ровно получались. Как-то так. И подряд там не буду ничего выбирать. Что попадется под руки, все ровненько буду собирать. Вон какие красивые веточки вообще. Сказка просто. Вот. Ну вот, все. Можно сказать, метла почти готова. Дальше берем одну из веревок. Я буду дальше показывать. Берем вот эту веревку и делаем такой нехитрый узелок. Так гнем эту веревку, туда проталкиваем. Все. Вот так получается. Держим
одним пальцем. Одним пальцем держим и наматываем один раз. Натягиваем. И второй раз тоже натягиваем. Что есть силы. Дальше этот конец проталкиваем через ту петлю, которую мы сделали. И опять натягиваем. Что есть силы, не жалея. Я для этого сделал по длине конец, как бы с запасом. Все. Это мертвая петля. Вот. Она не будет растягиваться и не ослабится. Все, мы затянули. Да, я, наверное, в 3 местах, наверное, буду крепить, чтобы уже лучше держалось все. Показываю второй раз. Вот петля, вот, и вот так дну, вот так. Сейчас подожди, вот, беру, проталкиваю, вот за эту часть я одним пальцем хватаю все и так держу. Один раз затянули, второй раз еще затягиваем. И вот за то место, блин, обратно идет. Так, в общем, блин, видно, не видно. Вот та петля, которую мы сделали, и туда вот. Дальше затягиваем, и автоматом сама петля получается. Вот так. Все. И затягивается. Она, блядь, крепкая становится. Еще. Хер его развяжешь. Во, видели? Как туго все завязалось. И еще на третьем, ну где-то вот здесь еще, наверное, третий узелок сделаем. Также надеваю я петлю и держу его. Где-то она можно, в принципе, здесь тут привязать. И надеваем также. Самое главное, вот еще показать хочу. Так, видно, надеюсь. И вот та самая петля. Вот. Ух, как на камеру как-то она не так, я все равно показываю. Через... Как же показать-то? Он
узелок такой получается он. Или... Так. Она затягивается в одну сторону только все. Обратно не пойдет. Вот так вот. Все. Если, скажем, вы сразу не используете метлу, а будете оставлять на следующий год, эти веревку можно оставить так. Если, скажем, ветки еще чуть-чуть будут сохнуть они, и можно дополнительно затянуть, и она уже не будет нигде ничего шататься, становится все крепко и четко. Остальные сейчас мы уже сразу будем использовать. На улицу я вынесу. Веревкой можно дополнительно вот такой узелок там перевязать, и заподлицо обрезать. Все. Можно и без этого обрезку сделать, чуть-чуть запас я сделаю, сантиметр, наверное. Вот. Дальше все уже у нас готово. Вот еще остатки это обрезаем, что мешается. Обрезали. Так. Вот, видели, как все аккуратно. И еще дополнительно вот обрезку буду делать где-то вот тут. Конец подровняю. Нож, конечно, алмаз. Режет идеально. Сейчас еще сырое, еще как бы. Вот что у нас получилось. Видели? Вот ножом обработал, и метла получается вот тут все пушистое, количество много, и она сужается. Ручка, она уже узкая, вон. Захват хороший получается. Может каждый любой взять. И даже ребенок может ухватиться, чтобы вытряхнуть или подмести что-то. А если эту обрезку не сделать, не очистить, там, если толстые ветки, тоже завязать, она толстая будет. Как в продаже обычно идут в магазинах, там, на метлу, там, на ручки там вставляют, и они толстые. И ухватиться тяжело. А вот так она, видели? Какой красавец. Метла. Все. Вторую также я буду вязать, завязывать. А это уже готово. Готовый вариант. Вот такая штучка. Хорошая метла получилась. Вот наш результат. У нас была такая небольшая горка веточек. И вот что у нас получилось. 3 метлы. 2 крупные уже, здоровые, нормальные метлы. И вот одна еще маленькая. Вот остатки там оставалось. И третью еще сделал. Эта метла маленькая пойдет на мой УАЗик. Будем там кузов там подметать, когда дрова возить или еще мусор на свалку. Пригодится в общем. В этом году уже не знаю, снег там будет или нет. Сейчас уже март месяц. 16 марта, наверное, сегодня. И вон на улице
полным ходом идет дождь. Не дождь, а полным ходом все капает. Везде кругом все капает. Вот такой вид с моего окна. Я живу. Село. И вот, скажем, от моего дома где-то с километр, наверное, до речки. И за речкой уже вон там уже кругом тайга. Бесконечная тайга. В той стороне, вот где горизонт, вон голубой такой, горизонт над лесом, там уже находится, вон там, это все тайга, там уже Усть-Кулом. Усть-Кулом, еще какие-то села там, не знаю, в ту сторону я не ходил, не ездил. Вот такой звук деревенский. Собаки. В некоторых местах слышны пилы, там дрова пилят, заготавливают. Весной коровы там туда-сюда. И свежий воздух, как всегда. Красота, одним словом. Ну все, закругляюсь. Спасибо, кто досмотрел этот фильм. А на сегодня все, заканчиваем. Всем пока.